Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы снимаем второй выпуск нашего подкаста Green Talks. Второй выпуск мы решили посвятить вопросам энергосбережения и энергоэффективности. 30 июня 2022 года главой государства был подписан проект поправок, который предусматривает ряд изменений в закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности, который был принят в 2012 году еще. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Дархан Курманбаев и начальник управления энергоэффективности и ВИЭ национальной компании «Казмунайгаз» Антон Бачурин. Коллеги, спасибо, что уделили сегодня время. Сегодня мы с вами хотели поговорить о поправках, которые буквально в конце августа вступят в силу, которые предусматривают ряд изменений в закон об энергосбережении, как я сказал. В целом мы знаем, что и вы, Антон, и вы, Дархан, участвовали в разработке и написании и концепции этого законопроекта, и участвовали в разработке и обсуждении на всех рабочих группах, и в Мажилисе, и в министерстве, и так далее. Поэтому мы решили с вами записать этот подкаст, чтобы донести до всех основную мысль этого законопроекта, потому что это такой один из комплексных поправок, да, которые были внесены в этот закон за последние 10 лет в этой связи. Мы кратко проанализировали вообще, какие были поправки введены, там более 15 норм, порядка 6 концептуальных поправок. Это касается и энергоаудиторской деятельности, и мониторинга нормативов госучреждений, и вообще мониторинга системы госучреждений как объектов потребления. Это и касается вопросов органов по подтверждению соответствия, предоставления физлицам, то есть энергоаудиторам, разрешение проводить энергоаудит и многие другие изменения, которые, я думаю, должны положительно сказаться на развитии отрасли. Поэтому первый вопрос, Антон, наверное, я вам задам. Как вообще бизнес воспринимает, потому что я знаю, что у вас есть опыт работы и в ассоциации энергоаудиторских компаний, и в частных стопроцентных компаниях, и в национальных компаниях, поэтому у вас большой опыт, везде вы работали в системе энергоэффективности. Вообще, как вы оцениваете те поправки, которые были приняты? Спасибо за вопрос, Жаксалык. Добрый день, уважаемые зрители. Наше отношение к данному законопроекту следующее. В самом законе много говорится касательно того, что планируется делать, но практически не говорится, как это будет реализовываться. Многие поправки даны концептуально. Государство определяет, что мы будем заниматься определением целевых показателей, мы разрешим проведение энергоаудита для зданий и сооружений физическим лицам и так далее. К самим начинаниям у нас вопросов нет. Другое дело, как это будет реализовываться, это все будет прописываться в подзаконных актах. Обсуждение на стадии приемки закона, в принципе, показали, что у уполномоченного органа есть понимание того, как они это видят. Другое дело, как это будет реализовано, это уже посмотрим в процессе реализации, в процессе написания уже подзаконных актов. Антон, в целом, да, в области энергоэффективности порядка 30 нормативно-правовых актов. Я думаю, Дархан более подробно расскажет вообще о дальнейших шагах в этом направлении. Вот непосредственно к Институту развития электроэнергетики и энергосбережения как национальной организации, да, которая ответственна за реализацию политики энергоэффективности, я бы хотел задать следующий вопрос, касается государственного технического реестра. Вот в рамках государственного технического реестра, как одного из инструментов, были ряд поправок, в том числе это полный мониторинг госучреждений, это разделение информации, предоставляемой субъектами государственного технического реестра, да, в том числе там процедуры проведения энергоаудита. Можете вот коротко рассказать? Да, спасибо, Жаксалык, во-первых, что пригласили. Во-вторых, наверное, всех нас поздравим с принятием поправок в наше законодательство. Спустя 10 лет мы работали, и свои плоды тот закон, который в 2012 году был принят, уже дал. И это был такой некий сигнал нам, что время идет, какие-то новые тенденции. И мы на протяжении 2 лет, 3 лет такой большой командой работали над
этими поправками, и в этом году наконец-то мы закончили, и был принят наш закон, да, будем так говорить, с такими концептуальными нормами, которые, я думаю, в ближайшие 5, 7, 10 лет тоже принесет свои плоды. Что касается закона 2012 года, как вы знаете, мы акцент сделали на промышленность. В этом году совместно с Всемирным банком, точнее при помощи, да, Всемирного банка, был сделан секторальный анализ, который, опять же, подтвердил те наши прогнозы и те, наверное, наши ожидания, которые мы в 2012 году акцентировали на промышленности. И мы видим, что за последние 6 лет энергоемкость именно промышленности у нас снизилась на 47%. Но есть другие отрасли, которые мы остались, может быть, в свое время без внимания. Это, опять же, сектор зданий, в том числе бюджетного сектора. И в этих поправках, опять же, мы акцентируем внимание на бюджетном секторе. Во-первых, это наши, будем так, бюджетные средства. Во-вторых, немножко у нас бесконтрольно это все осталось. То есть они, во-первых, не обязаны проводить энергоаудит, они отчитывались в ГЭР, то есть не все, да, у нас был порог 100 тонн условного топлива, это такие достаточно, будем так говорить, крупные школы, больницы, садики. Что мы сделали сейчас, да? Поправка первая, это мы исключили порог. То есть теперь все госучреждения, будет полный охват государственных учреждений и учреждений квазигосударственного сектора. Это первое. Второе, мы разрабатываем сейчас подзаконный акт, в компетенцию уполномоченного органа это уже село. Это нормативы энергопотребления для госучреждений. Третье, это мы их называем, если прям коротко, проще, то энергоэффективные госзакупки. Я думаю, все эти три нормы даст такой некий импульс. Во-первых, снижение энергопотребления. Во-вторых, это даст импульс, наверное, нашему малому и среднему бизнесу. И если мы говорим про энергоэффективные госзакупки, то есть это, наверное, даст некий импульс нашим местным предприятиям быть более энергоэффективными. Это вкратце, и что касается бюджетного сектора, что касается госэнергореестра, если коротко. Нурхан, спасибо. Вот если возьмем одну из концепций, да, это госучреждение и квазигосударственный сектор, нормативы энергопотребления, энергоэффективные государственные закупки и полный мониторинг всех субъектов квазигосударственного сектора. То есть по нашим данным, мы тоже участвовали, вы знаете, я отлично участвовал в разработке законопроекта, по данным Министерства финансов порядка 25 тысяч организаций, которые прямо и косвенно принадлежат государству. Это школы, больницы, детские сады, объекты государственного управления, акиматы и многое другое. То есть я правильно понимаю, что все они теперь обязаны вам предоставлять информацию? Да, совершенно верно. Как вы сказали, около 25 тысяч субъектов обязаны будут нам предоставлять отчетность в Госэнергореестр. На основании той информации мы уже будем давать какие-то свои рекомендации, мониторинг на предмет нормативов энергопотребления. Чуть позже, наверное, я расскажу механизм, как мы планируем внедрить эти нормативы энергопотребления для госучреждений. Также немаловажен тот факт, что в бюджетном секторе самый большой потенциал, по нашим данным, достигает порядка 40% в некоторых из этих учреждений. И условно, сейчас у нас садики тратят на коммунальные услуги около 6 миллионов, школы около 10 миллионов, ну и больницы около 25-30 миллионов тенге, в зависимости от специфики, да, будем так говорить. Если мы от этой суммы, да, отнимаем те 40%, которые я сказал, получится хорошая экономия, это во-первых. Во-вторых, внедрение энергоэффективных современных технологий на наших социальных объектах. То есть и мы все ходим, наши дети в садики, в школу, мы в больницу обращаемся, будем пожинать плоды всех этих современных технологий, я думаю. Вторая норма – это, вы сказали, государственные энергоэффективные закупки. Я так понимаю, что
Это будет какая-то определенная система выстроена. Можете там коротко рассказать, как эта система планируется выстраиваться и какую роль в этом будет играть Институт развития электроэнергетики и энергосбережения? Да, здесь, наверное, стоит сказать, что совместно с Министерством финансов мы сейчас будем разрабатывать правила, методику. То есть все, будем так говорить, правила игры, да. У нас будет первое, важно сказать, что есть технический регламент ЕАЭС. На основании этого технического регламента у нас есть 17 позиций. Это телевизоры, трансформаторы, источники освещения, ну и так далее. Да. Мы планируем, что на первом этапе мы выберем, наверное, самые непопулярные, будем так говорить, госзакупки, которые не вносят такую большую роль, да, в операционной деятельности. К примеру, мы сейчас какие-то требования к компьютерам поставим, которые вносят, да, определенную такую роль в операционной деятельности той же школы, и завтра они просто вдруг не смогут, да, это все выполнить, купить там, и так далее. Поэтому мы планируем начать, условно, с холодильников, с трансформаторов, да, будем так говорить, на первом этапе, чтобы немножко адаптировать все наши поправки. И после этого поэтапно в течение каждых 3 года, 5 лет мы сейчас анализируем совместно с ЦЕФом, Центром электронных финансов. Будем разрабатывать нормативный правовой акт с разделением на группы, с разделением этапов. Я думаю, даст такой хороший импульс, потому что в общем, да, потреблении школы, садика, больницы, опять же, оборудование занимает, точнее, большую долю потребления. Кто будет отбирать эти оборудования? То есть это на усмотрение института будет делаться? Это будет, во-первых, у нас в законе написано, что это будет уполномоченный орган. Мы сейчас думаем над созданием рабочего органа с привлечением ассоциации, НПП, Атамикена, заинтересованных госорганов, в том числе института, что этот рабочий орган будет заседаться периодически, отбирать какую-то группу товаров, да, согласно КТРУ и так далее. И будет выноситься протокол, по которому дальше мы будем уже продолжать свою работу. Вот наш опыт, который мы изучали, показывает, что в Европе где-то 30 групп товаров. В ЕАЭС где-то 17 групп товаров. И понятно, что в перспективе нужно все эти 17 видов товаров охватить. Но я так понимаю, вы предлагаете какую-то последовательность, которая не будет мешать операционной деятельности вот этих госучреждений. Да, совершенно верно. Еще раз повторюсь, что эти 17 групп товаров, которые в рамках ЕАЭС, ЕАЭС, мы будем их градировать, да, группировать и поэтапно внедрять. Потому что, во-первых, не все готовы, откровенно говоря. Во-вторых, нам самим тоже надо сейчас анализировать, понимать, что надо поэтапно, потихонечку это все внедрять, чтобы в конце мы уже увидели тот эффект, который мы ожидаем. А в структуре института есть отдельный департамент или отдел, который этим будет заниматься? Будем создавать, будем делегировать. В любом случае это большая, кропотливая работа, даже по одной группе товаров, да, условно по холодильникам. Это уже определенный объем работ. В любом случае работа есть, функции закреплены, и мы будем это делать. Да, я почему говорю, потому что я увидел, что в 20-й статье за вами закреплена компетенция по мониторингу госзакупок и по выдаче рекомендаций, но никак не принятие решений. Я правильно понимаю? Да, мы содействуем нашим органам вообще в развитии энергосбережения и повышении эффективности. Хорошо. И третья поправка по государственному техническому реестру, вы сказали, это разделение информации. Что она под себя подразумевает? Разделение информации, то есть мы хотим разделить промышленность и разделить государственное учреждение. То есть по промышленности все остается в таком же виде, как оно было. Опять же, я повторюсь, это дало свои плоды, да, энергоемкость промышленности у нас снизилась. И для госучреждений у нас будет немножко такая более детальная информация по количеству тех же койко-мест, учащихся, персонала, об источниках освещения, оборудования и наличие АТП, о котлах. То есть это все нам даст завтра предоставить, во-первых, им рекомендации, во-вторых, проанализировать всю ситуацию в госсекторе,
с выдачей каких-то там наших экспертных заключений. Я думаю, это даст такой определенный эффект. И та наша цель по, будем так говорить, становлению энергоэффективного госсектора будет достигнута в ближайшие 5 лет. Ну вот, одна из таких поправок — это вот государственный сектор в целом, но есть вторая концептуальная поправка в рамках этого законопроекта — это промышленный сектор, да, и энергоаудиторская деятельность. Вообще энергоаудиторская деятельность как инструмент, как институт появился благодаря этому законопроекту. Ну, то есть благодаря закону об энергосбережении 2012 года, который концептуально описал, что будет энергоаудиторская деятельность, порядка 4500 субъектов в Казахстане обязаны проводить энергоаудит, это вне зависимости от формы собственности, государственные, негосударственные, частные и так далее. Вот, Антон, у меня в этой связи к вам вопрос. Тоже ряд поправок в законопроект предусмотрено. Одна из них, допустим, это сократить количество субъектов, обязанных провести энергоаудит. С 4500, там, чуть ли не до 1000 или до 900, я точно цифры не помню, наверное, вы знаете. Но суть в чем, да, то есть больше 1500 они должны потреблять тонн условного топлива. Вторая поправка — это вот энергоаудиторская деятельность. Я так понял, что физлицам разрешили проводить энергоаудит зданий. И третья поправка тоже касается энергоаудита. Это вот виды энергоаудита появились, я так понимаю, новые, да, опять же с акцентом на промышленность. Вот в этом направлении можете прокомментировать, как бы. В принципе, вот те изменения, о которых вы сказали, они как раз-таки и позволили снизить административную нагрузку на государственное администрирование. И высвобождение вот этих ресурсов административных позволяют как раз-таки перенаправить их на то, чтобы работать с бюджетными организациями, то, о чем ранее говорил Дархан. Потому что действительно ранее энергоаудиты обязаны были проходить 4500 юридических лиц. Сейчас их остается только 900. То есть 3600 уходят. При этом надо понимать, что когда мы говорим про промышленность, каждое промышленное предприятие уникально, требует индивидуального подхода, соответственно, административная нагрузка при администрировании довольно-таки высокая. Эти ресурсы переключаются на бюджетную сферу, там идут типовые проекты, что позволяет их тиражировать и достигать более существенных результатов с применением того же самого ресурса. При этом опять-таки у уполномоченного органа появляется возможность более плотно, концентрированно работать с наиболее значимыми энергопотребителями, то есть из числа вот тех 900, которые остаются, определяются топ-100, скажем так, точнее 109 крупных потребителей, у которых энергопотребление более 50 тысяч тонн условного топлива, с которыми институт начинает работать, начинает целевую работу, что позволяет опять-таки обеспечить лучший эффект от использования тех же самых административных ресурсов. А вот почему было все-таки принято решение? Я так понимаю, вот 3600 это больше субъекты квазигосударственного сектора. Все-таки почему было принято решение отказаться от администрирования, от обязательного энергоаудита в этом секторе? Потому что по большому счету, когда сделали анализ, стало понятно, что их суммарное энергопотребление не более 4% от общего энергопотребления всеми субъектами ГЭР, которые ранее администрировались. То есть здесь просто применение принципа Парето. Прикладывать усилия там, где они дают наибольший эффект. И я так понял, вот этот 109, это такой еще один, да, такой более углубленный, когда вот мы уже четко работаем с самыми топами, да? Да, то есть потребители свыше 50 тысяч тонн условного топлива, у нас таких в стране 109, с ними выстраивается отдельная целевая работа, когда государство устанавливает целевые показатели
для данного ну, назовем его топ-100, да? 9 предприятий можно не учитывать. Работа с этими топ-100 будет вестись в режиме прямого диалога при обсуждении самих целевых индикаторов, при их мониторинге, при приемке результатов энергетического аудита. Опять-таки это все прописано в законе. В законе говорится, что это будет делаться. Другое дело, как будут определяться целевые индикаторы, закон не раскрывает пока. Эта работа будет выстраиваться на уровне подзаконных актов. То есть необходимо будет в дальнейшем работать по определению методологической базы, определению этих целевых индикаторов и выстраиванию самого процесса создания диалоговой площадки в первую очередь и построение процесса двухстороннего диалога с каждым отдельно взятым промышленным предприятием, входящим вот в эту группу топ-100. Здесь опять возвращаемся к Институту развития электроэнергетики. Да? Я так понимаю, это опять же ваша компетенция теперь будет. И вы, ну понятно, вместе с бизнесом под руководством уполномоченного органа будете вот эти все подходы определять. И как бы логика такая, да, меньше усилий, больше эффект. Да, совершенно верно. Мы его называем топ-100 плюс, да, чтобы быть более такими. Будем индивидуально с каждым отрабатывать. Мы, в принципе, со всеми предприятиями из этого списка на протяжении уже, наверное, 10 лет работаем. Есть определенные понимания. Находимся в таком хорошем сотрудническом ключе. И индивидуально с каждым, совместно с уполномоченным органом, совместно с бизнесом будем вырабатывать эти требования. И я думаю, даст большой эффект, потому что, во-первых, эти топ-100 плюс предприятия потребляют больше 50% от страны и больше 88% от ГЭРа. И опять же принцип Парето, то, что Антон озвучил, будет как никогда эффективен и даст, наверное, такой большой эффект для достижения нашей главной стратегической цели по снижению энергоемкости нашей страны. Антон, вот когда я вначале говорил, я второй вопрос задавал про энергоаудиторскую деятельность, да, как основной из инструментов. Вот государственный технический реестр, да, повторюсь, и энергетический аудит, как энергоаудит. Мы поняли, что 900 предприятий теперь обязаны проводить энергоаудит. Но вот я видел поправки, которые вступят в силу скоро. Физлицам предоставляется доступ к зданию, повторюсь, да? То есть они могут проводить энергоаудит. Вот как вы относитесь к этому механизму? Вы же как бы до этого занимались энергоаудиторской деятельностью, являетесь действующим членом Ассоциации энергоаудиторов Казахстана. Да, спасибо за вопрос. В принципе, идея хорошая. Ведь когда мы позволяем энергоаудиторам, как индивидуальным предпринимателям участвовать, проводить энергоаудитом, это позволяет снизить нагрузку на бюджет при проведении как раз-таки энергоаудитов в бюджетной сфере. При этом данные энергоаудиторы могут в любой момент через договор ГПХ принимать участие в энергоаудите, получается, как промышленности, но уже будучи членами большой команды. По большому счету для энергоаудиторов это увеличивает возможности, опять-таки, взаимодействия. Почему? Потому что в той же промышленности многие объекты невозможно одной энергоаудиторской компании охватить. У нас нет таких крупных компаний. Как пример приведу, то энергоаудит того же КТЖ. У них объекты по всему Казахстану. Просто нецелесообразно делать такую работу одной командой. Поэтому, как правило, то есть при проведении энергоаудита консультировалась
группа из нескольких энергоаудиторских компаний, которые были на субподряде. Кто-то участвовал как физлица, но сейчас под это вот, то есть как физлица, как эксперты. Сейчас могут уже принимать участие как индивидуальные предприниматели, но что очень важно, то что сразу делается разделение, что когда энергоаудиторы работают как физические лица, они не могут проводить энергоаудит в промышленности. Это во многом определено требованиям техники безопасности, потому что для выполнения многих работ необходимо участие как минимум 2 человек. То есть с точки зрения промбеза, требований пожарной безопасности там, и так далее, электробезопасности. Поэтому физическое лицо не сможет осуществлять энергоаудит сложных объектов. А затраты на проведение простых типовых энергоаудитов в бюджетной сфере, они станут дешевле. Но здесь я хотел бы дополнить, здесь, наверное, речь идет только о добровольном рынке, я правильно понимаю? И не только бюджетный сектор. Они же могут проводить энергоаудит МЖД или каких-то частных зданий, но ограничиваются только зданиями. Да. Я хочу у вас спросить, а как вы считаете, вот приборный парк, да, для юридических лиц закреплен в нормативном документе, да, приказом утвержден, там где-то 14 оборудований. Понятное дело, что по разным оценкам от 5 до 8 миллионов тенге составляет их рыночная стоимость. Да? Все ли эти оборудования нужны физлицам при проведении энергоаудита? Или им все-таки уполномоченному органу нужно как-то пересмотреть в сторону уменьшения? Это вот как раз то, о чем я сказал, что есть требования. В настоящий момент есть правила проведения энергоаудита. Они сводят в себе все. Тот же самый приборный парк, многое из того, что в него включено, нет потребности при проведении аудита на промышленных объектах использовать весь перечень данных измерительных приборов. Точно так же нет смысла весь перечень использовать при проведении аудитов в зданиях. Необходимо разделить, то есть прописать отдельные правила для проведения энергоаудита в промышленности и там установить требования к лаборатории и отдельно прописать правила к энергоаудиту зданий, строений и сооружений, в которых точно так же определить свой перечень приборов. Это уже работа на уровне подзаконных актов. Самое главное, что сейчас в законе залили вот фундамент для всей этой работы, на который теперь можно выстраивать вот весь механизм того, как это будет реализовываться и так, как это должно быть. Почему долго обсуждался этот закон? Ведь по большому счету его обсуждение длилось больше 2 лет, да? Это как раз таки было связано с тем, что много дискуссий шло касательно того, как должны проводиться энергоаудиты. Вот эта вот разница в подходах. Многие энергоаудиторы боялись потерять рынок, то есть тут тоже свои интересы как бы защищали. Поэтому в конечном итоге, то есть просто определили как. Теперь вот эту дискуссию, она будет перенесена именно на уровне подзаконных актов. Но опять-таки, я думаю, сейчас у уполномоченного органа есть понимание того, как это сделать, потому что мы на каких-то рабочих встречах, кулуарно многое обсуждали, и в принципе у всех участников рынка уже есть вот это понимание. Отлично. Еще одна поправка касается энергоаудиторской деятельности. Запретили энергоаудиторам осуществлять деятельность в нескольких энергоаудиторских компаниях. Вопрос, откуда это исходит, да, и как вы вообще считаете эту норму? Здесь речь же идет что запрещено одному сотруднику работать в разных компаниях. Это во многом связано с недобросовестной конкуренцией. Но опять-таки, если энергоаудитор будет работать как физлицо, насколько я понимаю, он может заключать договора
с юридическими лицами и брать на себя субподряд. То есть в этом случае он может работать с разными организациями. Опять-таки, закон не ограничивает, но он делает этот процесс более прозрачным. И здесь опять-таки вопросы и налогообложения возникают, и добросовестной конкуренции. Я так понимаю, это больше еще связано с тем, что в Казахстане где-то 150 энергоаудиторских компаний, а экспертов где-то 500. В каждом из них должно быть не менее 4, да, я так понимаю. И государство, и вы как ассоциация видите, что есть определенная недобросовестная конкуренция в части того, что лицензия получена, но как бы живых там людей-то на самом деле нет, объективно, да, которые осуществляют свою деятельность. Ну да, в принципе есть много компаний, которые формально являются юридическим лицом, то есть выполняют требования, что у них 4 энергоаудитора, хотя по факту сидит один человек, который штампует эти заключения. Как правило, они работают с простыми объектами, опять-таки бюджетной сферой, потому что в промышленности такое не проходит, в принципе, при работе с промышленными объектами. Но такая практика есть, к сожалению, мы ее видим. И, как вы правильно сказали, она статистически даже подтверждается. То есть количество юрлиц какое и количество экспертов какое, то есть несопоставимо. Но опять-таки, вот то, как сейчас посадили это в закон, вот эта поправка, она не ограничивает возможности энергоаудитора. Честного консалтинга. Честного консалтинга, да. То есть это будет уже просто добросовестное выполнение юридических каких-то обязательств, прозрачно, спокойно анализироваться, то есть что это вот субподрядная организация. Понятно. Вот, Дархан, у меня встречный вопрос в этом направлении. А почему все-таки решили на сектор зданий обратить внимание? Потому что всегда мы помним, что вот бюджетный сектор, он потребляет очень мало, МЖД потребляет очень мало, всегда у нас промышленность на первом месте. Да, у нас с 2019 года тенденция такова, что здания у нас обогнали, да, промышленность. Теперь у нас здания потребляют 43%, в том числе и бюджетный сектор. И промышленность у нас на уровне 38% конечного энергопотребления страны. То есть мы потихонечку к тренду Европы и мира подошли. То есть там, где в Европе уже давно здания обогнали промышленность, мы подошли только к 2019 году. И это нам дало такой сигнал. Как раз мы обсуждали и законопроекты, и поправки, что нужно что-то делать, пока не поздно, да, что-то заливать фундамент, да, как вы сказали. В этом направлении теперь это, наверное, наша цель номер 1 на ближайшие 5 лет. Но я здесь хотел уточнить, все-таки энергоаудит обязаны проводить госучреждения, МЖД или нет? Такой обязанности у нас в законе нет. Опять же, я думаю, потихонечку люди, те же жители понимают важность энергосбережения, важность, будем так говорить, стратегические цели по снижению той же снижению энергопотребления в бюджетном секторе, в МЖД. Мы недавно тот же анализ проводили среди госучреждений. У нас в реестре там около 8 тысяч госучреждений. Такая, будем так говорить, формула, которую мы разработали, предварительный класс энергоэффективности мы ее назвали. Через нашу эту формулу мы запустили эти 8 тысяч организаций, и итоги нерадужные. 70% у нас класса Е. То есть из них это большая часть, это школы, образование, там, где большую часть наши дети проводят с утра до вечера. Да. И поэтому, может быть, одна из причин того, что у нас во 2 классе уже больше людей, наших детей, одевает очки, возможно. Тоже пример из практики, в том же, не буду говорить, город. Мы 22 школы, лично я провел такой осмотр, да, предварительный, через люксметр. И из 22 школ у нас только 2 школы соответствовали СНИПам.
То есть я хочу резюмировать. Энергоаудит обязателен только для предприятий с потреблением выше 1500 тонн условного топлива вне зависимости от формы собственности. Комплексный энергоаудит. Комплексный энергоаудит. Комплексный, да. А весь остальной рынок — это добровольный рынок, где вы внедряете институт физлиц, которые могут проводить энергоаудит зданий. Не ограничиваете компании, кто добровольно хочет комплексный энергоаудит провести, даже если он меньше потребляет определенные нормы. Я так понимаю, что вы внедряете какие-то виды энергоаудита? Да, наверное, Антон анонсировал эти моменты. Я так только назову, а дальше, наверное, Антон для нарезок, да, таких. Это, опять же, полный комплексный энергоаудит. Второе — экспресс-энергоаудит. Такая некая мотивирующая вещь для отличников, да. И целевой энергоаудит на добровольной основе, а более детально там Антон, как эксперт, расскажет, я думаю. Да, вот получается, комплексные энергоаудиты, дело в том, что сейчас действующими правилами необходимо делать при проведении комплексного энергоаудита много лишней работы, ну, которая не дает в конечном итоге на выходе в отчете каких-то реальных мероприятий. Но это работа обязательная с точки зрения правил проведения энергоаудита. Аудиторы тратят на это ресурсы, все это отражается на стоимости энергоаудитов. Была предложена идея с экспресс-аудитами по упрощенной схеме, то есть когда энергоаудитор по большому счету выступает верификатором, то есть такие аудиты можно проводить только на предприятиях, где нормально функционирует система энергоменеджмента, соответствующая международным стандартам, там ISO 50 тысяч 2018 года. Энергоаудитор заходит, по большому счету верифицирует тот энергоанализ, который идет в процессе энергоменеджмента на предприятии, верифицирует для уполномоченного органа, для оператора ГЭР и дает свои какие-то рекомендации, в каком направлении промышленному предприятию имеет смысл развиваться. А уже промышленное предприятие, имея нормально функционирующую систему энергоменеджмента, она и так идет в этом направлении. То есть это комплексный, это экспресс. Еще есть целевой энергоаудит. Целевой аудит — это, по большому счету, это было инициировано промышленностью. Идея целевых аудитов заключается в том, что очень часто промышленным предприятиям они больше заинтересованы не в комплексных энергоаудитах, а вот как раз-таки в целевых. Потому что когда заходит энергоаудиторская компания, они, не являясь специалистами какими-то узкими, не способны вытащить потенциал, зашитый в те или иные технологические процессы. Поэтому было предусмотрено. А опять-таки, специалисты на местах в промышленности, энергоменеджеры, не могли заказать вот эту целевую работу, потому что им говорили: ну у вас же энергоаудит прошел, то есть почему это там не сделали? Поэтому сейчас просто в закон прописали, что есть такая возможность заказывать целевые аудиты. И промышленные предприятия сами вправе определять, какие промышленные целевые аудиты будут необходимы. И под эти цели они смогут предусматривать требования к команде исполнителей. Это вот как раз таки такая опция, которая по большому счету не будет на уровне подзаконных актов расписываться подробно, регламентироваться, как проводить эти работы. Здесь под каждую цель свои средства, свои требования, свой состав оборудования измерительного, может быть, требования к экспертам привлекаемым. Понятно. Вот возвращаясь к теме энергоаудита и учебных центров, и экспертов, мы про учебные центры ни разу не говорили. В принципе, в Казахстане есть учебные центры, которые занимаются квалификацией экспертов, да, как энергоаудиторов, так и энергоменеджеров.
Я видел поправки, которые исключают определенный перечень предоставления информации вот по этому поводу, Дархан. Да, мы раньше энергоаудиторская организация раз в полгода были обязаны предоставлять уполномоченному органу все свои заключения, да, за определенный период времени. И мы видим, что это определенное дублирование информации, почему? Потому что субъекты ГР нам и так сдают заключение энергоаудита, и мы немножко, как бы мы эти же заключения энергоаудита потом формируем и сдаем же опять же уполномоченному органу, и такая кипа из дубляжа, да, происходит. Поэтому решили для оптимизации, будем так говорить, для снижения нагрузки на бизнес исключить эту норму. И второе, учебные центры также должны были отчитываться о выданных сертификатах и так далее. Но у нас есть реестр аттестованных энергоаудиторов, поэтому где он отучился, да, как бы главное, чтобы он был аттестованный, потому что есть определенные правила, системы, те же стандарты. Поэтому мы для снижения, опять же, нагрузки на бизнес исключили эти две нормы. Вопрос. Вам, как институту, сдают только субъекты ГЭР, а энергоаудиты могут проводить энергоаудит всего, что есть в Казахстане. То есть там дубляж был там частичный. То есть, опять же, министерство и вы посчитали, что как бы... Да, мы посчитали, что более эффективным будет ограничиться той информацией, которая в рамках Госэнергореестра предоставляется. Понятно. Есть поправка, которая гласит, что крупные предприятия, эти те же 900 компаний, обязаны назначить ответственных по энергоэффективности. Там, конечно, не уточнено, это должны быть отдельные ответственные, либо это должно быть кто-то из действующего персонала, но я думаю, это, как бы, опять же, уполномоченный орган оставил право выбора, да, бизнесу. Ну, оно, в принципе, и правильно, что здесь право отдается бизнесу, кого назначать. Другое дело, что когда обсуждалась эта норма, в полной версии это звучало все-таки так, что назначить ответственного из числа лиц, определяющих техническую политику предприятия. То есть, к сожалению, вот эти вот слова относительно, что из числа лиц, определяющих техническую политику, к сожалению, это было исключено. Почему, к сожалению? Потому что назначение ответственного за энергоменеджмент, то есть назначить, это выпустить приказ. Да? А другое дело, чтобы этот человек имел полномочия, имел инструменты, имел компетенции, то есть достаточные для того, чтобы осуществлять эти процессы на местах. Для того, чтобы можно было в его КПД, то есть сейчас у всех, во всех промышленных предприятиях, для управляющего персонала, да и вообще для других сотрудников есть KPI, КПД, там они везде по-разному называются, но вот в те целевые ожидания, которые ждут от него, ждет от него руководство. Вот если у человека есть инструменты для того, чтобы достигать этих КПД, ну, это одно. Если нет, то совершенно другое. Вот, к сожалению, я боюсь, что мы здесь получим просто назначение ответственных как для того, чтобы просто отчитаться. Но знаете, как у нас в стране, кто самый влиятельный человек? Галина. Потому что все для галочки делается. Как бы вот просто не получилось примерно того же. Антон, спасибо. Я здесь концептуально согласен, что бизнесу дали право выбирать, назначать ответственных лиц, но я надеюсь, что это не будет инструмент для галочки, и что бизнес будет правильно им пользоваться. Но мне кажется, институт и уполномоченный орган должны проработать какой-то механизм коммуникации с ними. Может быть, провести отдельные курсы для них, обучение. Потому что понятное дело, что для топ-компаний, опять же, топ-100, там 100+, вы его называете, там есть финансовые возможности,
и административные возможности, может быть, даже отдельных людей назначить на этих компаниях. Это все-таки корпоративные больше наши компании, которые и являются топ-100 по налогам, топ-100 по выбросам, топ-100 по энергопотреблению и так далее. Но вот остальные 800 это такие мелкие, средние компании, в которых, может быть, даже не всегда находятся физические финансовые возможности финансировать. И мне кажется, там в большинстве случаев будут назначены из числа действующих энергетиков и так далее. Тогда нам нужно будет какие-то, мое видение такое, что нужно какие-то дополнительные для них системы создавать, или взаимной коммуникации, или обучение их. Как вы считаете в этом направлении? Да, конечно, это же не будет. Мы не планировали, так что вот есть норма, ребят, дальше как хотите. В любом случае мы будем помогать, содействовать. Опять же, это список из плюс-минус 900 компаний. Там около 150 это МСБ. И дальше это средние предприятия промышленности. Я думаю, идея есть, планы есть. Опять же, и международные финансовые институты готовы нам помогать, сотрудничать, те же самые курсы. Кто-то готов на какой-то таких, знаете, бесплатной основе, да, на грантовых средствах, возможно, обучать, делиться опытом, где-то обмен опытом, да. И я думаю, мы в этом плане в течение года будем отрабатывать, согласовывать, разговаривать с теми. Вот у нас дан курс 900 предприятий, мы с ними будем, наверное, уже более плотнее сотрудничать, чем раньше. Понятно. Еще один блок вопросов касается уже коммуникации, опять же, да, коммуникации с уполномоченного органа, института и местных исполнительных органов. Опять же, внедрили такой инструмент, называется дорожная карта по энергоэффективности. И второй этап — это коммуникация, опять же, уполномоченного органа, института и бизнеса, ну, так называемый профилактический контроль. Это тоже как бы мера, будем говорить, взаимодействия на таких партнерских отношениях. Вот по этим двум инструментам тоже можете, Дархан, более детально, что подразумевается, какое видение? Во-первых, местный исполнительный орган — это важный элемент в любой системе, да, госуправления, один из важных, будем говорить. Мы хотим вовлечь их в нашу систему энергосбережения на такой активной фазе. И мы внедрили такую поправку, предложили, да, ее поддержали позже, по разработке дорожных карт местных исполнительных органов на 3 года с обязательным согласованием с уполномоченным органом. Я думаю, с 2023 года эта работа у них начнется, даст, опять же, мы ожидаем определенный эффект. Да, даже на каких-то типовых мероприятиях, тоже уличное освещение, у нас уже более половины уличных светильников перешли на светодиодные. Там большая экономия, это быстро, эффективно. И остальные 50%, я думаю, в течение 2-3 лет мы добьем уже совместно с местными исполнительными органами. Тем более есть хорошие механизмы. Это не только бюджетное, да, там финансирование, это и ГЧП, и энергосервисные контракты. И в этой связи мы теперь выходим на новый уровень сотрудничества с местными исполнительными органами. А что касается второго вопроса по профконтролю, это такая некая, наверное, да, это партнерские отношения бизнеса, государства. То есть зачем нам ехать на объект, уведомляем. В принципе, вот эта практика, она уже давно была, по большому счету, и имели место вот эти профилактические контроли. Другое дело, что сейчас на законодательном уровне определили правила игры. То есть сейчас прописали просто правила касательно того, как они проводятся, что смотрится, какая ответственность предусмотрена и так далее. Спасибо, что рассказали про профилактический контроль. Я сторонник, это правильно. Дархан, вот смотрите, органы по подтверждению соответственно, это же не институт или это может быть институт?
В моем понимании это какое-то отдельное юридическое лицо, может быть даже ассоциация энергоаудиторов, которое может стать органом по подтверждению соответствия. Но вот сам национальный стандарт, он должен разрабатываться министерством. Ну, ОПС может стать любое юридическое лицо, но мы как институт решили, что это не мы будем. Поэтому призываем, да, тоже ассоциацию других юридических лиц, которые занимаются сферой энергосбережения и повышения энергоэффективности, рассмотреть возможность стать первым ОПС в Казахстане именно в нашей сфере. Что касается стандарта, да, мы сейчас с уполномоченным органом разрабатываем его. В любом случае будет публичное обсуждение, в любом случае будет диалог с экспертами, и после этого там достаточно долгая процедура, согласно их правилам. Я думаю, ну, в лучшем случае это 6-8 месяцев. Ну, здесь тоже есть свои нюансы, к сожалению. Есть, поэтому мы готовы У публично нас это все. как может стать любое юридическое лицо, теоретически. Но надо понимать, что у нас рынок очень ограничен. То есть, по большому счету, что такое 500 аудиторов на всю страну? То есть, 500 человек. Это не столь интересно заниматься, то есть деятельностью какой-то, где в котле варится только 500 человек. Как я вначале говорил, я участвовал в обсуждении, да. Неужели энергоаудиторов будет только 500? Это сейчас 500. Сейчас 500. Да, законопроект дает очень много понятий энергоаудита, видов, и дает добровольному рынку расти. И на самом деле вот весь бюджетный сектор, 7 тысяч школ, 5 тысяч садиков, 3 тысячи объектов здравоохранения, плюс порядка 5 тысяч государственных учреждений, как акиматы, это все здания, это объекты, порядка там 20 тысяч. Плюс у нас есть порядка, по разным данным, от 40 до 73 тысяч многоквартирных жилых домов. Это второй объем, да, рынка на самом деле. И мне кажется, энергоаудиторов должно быть намного больше, чем 500. Но вопрос, как создать спрос в госсекторе и в секторе МЖД, это, я понимаю, это уже как бы следующая головная боль Института развития электроэнергетики и энергосбережения. Это ключевое. Да, потому что обязать это неправильно, но создать условия, я думаю, это будет как бы следующий шаг. А вот сколько должно быть органов по подтверждению соответствия, мне кажется, это не прописано, это может быть и одна компания, две. Вопрос в том, что стандарт один. Когда орган по подтверждению соответствия будет писать процедуру сертификации, будем говорить так, этих экспертов, роль института, министерства, уполномоченного органа, бизнеса должна быть в нее встроена таким образом, чтобы не создать какую-то частную компанию с какой-то монополистской деятельностью. Да, и причем, то есть необходимо, то есть не обязательно, чтобы уполномоченный орган получил какую-то роль вот во всех этих внутренних процессах. Нет, это как раз таки не нужно, от этого надо постараться уйти. Но, будучи уполномоченным органом, она должна как минимум иметь право голоса, какого-то согласовательного, решающего права голоса при принятии инструкций. То есть вот те инструкции, как, что, пусть пишут те, кто хотят этим заниматься. Но чтобы они не имели возможность менять правила игры, и чтобы изначально при написании эти правила были написаны справедливо. Вот здесь государство должно принять активное участие и обеспечить, чтобы вот эти правила игры учитывали интересы всех игроков. Но вы же объективно согласны, что вот эта реформа нужна, потому что действующая система аттестации на основе документов, 4 всего документов, она и точно не является объективной. Да. Тархан, хотел последний вопрос задать. Опять же, вокруг да около энергоаудита. Мы видим, что на самом деле энергоаудит
один из основных инструментов. Да? В законе прописали основания непроведения энергоаудита. Этого раньше не было. И, допустим, там есть такие нормы, что если потребляют только энергетические ресурсы в целях там, эксплуатации транспортных средств, или там не являются, то есть отсутствуют на балансе объекты. У меня вот уточняющий вопрос, понятно, что поправки приняты. То есть если авиакомпания не имеет на балансе здания, то она не обязана проводить энергоаудит. Правильно понимаю? Да, совершенно верно, потому что мы сталкивались со многими прецедентами, но что энергоаудитор может посоветовать той компании, у которой нет здания, только там, условно, 10 самолетов, плюс у них есть свои международные стандарты, там, где обязательно должен быть резервуар, да, там и так далее. Ну, что он может посоветовать? Ну, и как бы и мы решили, вот, опять же, мы обсуждали это и с субъектами ГР, и с экспертным сообществом, что нету смысла. То есть у нас же нет такой цели, что просто для отчетности и вы обязаны энергоаудит провести и все. То есть это же инструмент. То есть в конечном итоге он должен дать какой-то стратегический результат. А стратегическая цель у нас это снижение энергоемкости, опять же. В этой связи мы приняли решение, что так будет более эффективно и тем самым, опять же, снизив нагрузку на тот же бизнес. И пришли к такому выводу. Здесь еще такой, на мой взгляд, важный момент, что когда вот опять-таки это все обсуждалось, то есть, да, действительно, проводить энергоаудиты не имеет смысла. Ведь речь идет не только об авиакомпаниях, но и в целом о логистических каких-то компаниях, транспортных компаниях, автопарки различные и так далее. И здесь почему не имеет смысла? Потому что у них есть определенные вещи, которые должны быть просто. И как энергоаудиторы не могут что-то там предложить. То есть, но с другой стороны, это, на мой взгляд, опять-таки, для таких компаний государство должно определять определенные требования. Для тех же логистических компаний обязательно наличие GPS или ГЛОНАСС мониторинга автотранспорта. Допустим, там при автопарке более 10 автомобилей в обязательном порядке должен быть GPS или ГЛОНАСС мониторинг. Потому как мера, которая уже зарекомендовала себя, которая типовая, которая окупается в наших казахстанских условиях. То есть, ведь по большому счету очень потенциальные мероприятия для повышения энергоэффективности, снижения энергопотребления, они многим известны. В транспортном секторе? Нет, вообще в целом. То есть вообще в целом многим известны. Мы можем открыть интернет, почитать там европейские какие-то рекомендации и так далее. Ведь по большому счету роль энергоаудитора определить вот для конкретного там предприятия целесообразно или нецелесообразно реализация вот того или иного мероприятия, относящегося к наилучшим доступным технологиям, да? То есть сделать вот расчеты и обосновать целесообразность данного мероприятия. Но если мы говорим о транспортном секторе, то вот тот же GPS-мониторинг, он показывает себя как целесообразный в наших экономических условиях. Почему бы не сделать его обязательно? То есть установление каких-то минимальных базовых требований для каких-то вот предприятий, которые много потребляют энергии, но как бы прямое проведение энергоаудита, моторного топлива нецелесообразно, да, грубо говоря. Это уровень закона, или это у нас же есть еще параллельно какие-то наши программы, к примеру, та же дорожная карта по энергосбережению. Возможно. Почему бы и нет? То есть в законе мы как бы определили порядок, какие-то рамки и концептуальные вещи. Да. Остальное, я думаю, можно регулировать и программами, да, тот же нацпроект, да, ЖСО Казахстан, и какими-то нормативно-правовыми актами. Понятно.
Еще один такой уточняющий вопрос. Институт в 20 статье закона прописал, дополнил свои функции. Я так понимаю, скоро институту нужно будет необходимо как-то трансформироваться или пересмотреть, потому что на самом деле ряд норм носит концептуальный характер. Это мониторинг нормативов, это мониторинг энергоэффективных закупок, это работа топ-плюс компаниями, это опять же работа с заключениями энергоаудитов и так далее, которые подразумевают некую как бы реструктуризацию. И что в этом направлении будет делать институт, потому что действующая структура, которая в основном была акцентирована на государственный технический реестр, на сбор и мониторинг, просто энергопотребление, сейчас добавляется некий ряд инструментов непосредственной коммуникации и с бизнесом, и с госсектором. Да, сегодня, наверное, прозвучала эта фраза «центр компетенции», да? Мы к этому стремились, в принципе, уже, можно сказать, стали, да, центром компетенции в области энергосбережения. Внутреннюю кухню какую-то не буду, наверное, сейчас раскрывать, но если в 3 словах, то we are ready, мы готовы. И тот объем работ, который сейчас уже в поправках, да, мы же к этому как-то шли, мы к этому готовились, то есть это не было так, давайте, и все. То есть это обсуждалось, это как бы рассчитывалось все, и проговаривалось, и обсуждалось, поэтому то, что там написано, мы к этому планомерно шли и готовились, и в принципе мы готовы. Хорошо. Антон, вот в принципе по законопроекту мы обсудили все, что нужно было, все поправки. Конечно, есть некоторые такие уточняющие поправки, может быть, отдельные поправки, которые тоже важны, но такой сильного обсуждения не требуют. Вот Дархан сказал одну такую фразу. Промышленность и сектор зданий сейчас потребляют, я так понимаю, в общем конечном потреблении, да, энергии, то есть за исключением экспорта и так далее, в общем конечном потреблении энергии одинаковый как бы процент. Последнее изучение было Всемирного банка, они провели изучение, и они показывают, что по основным параметрам, которые можно на сегодняшний день рассчитать, энергоемкость отрасли ЖКХ и вообще сектора зданий увеличилась порядка 30%. Она во всем мире увеличивается. Да. С этим нужно что-то делать. Ну, это тренд, он мировой тренд, то есть что удельные показатели растут. А что касается, что с этим делать, опять-таки, сейчас выстраивается отдельная работа государства именно с вновь вводимыми объектами. К сожалению, пока не удалось посадить в закон какой-то фундамент для работы с уже эксплуатируемым фондом жилищным, но, по крайней мере, с вновь вводимыми объектами выстраивается активная работа на стадии контроля, на стадии проектирования. Вот. Но здесь очень такой проблемный момент, это то, что уже сегодня обсуждалось, в принципе, затрагивалось, это контроль на этапе ввода в эксплуатацию. То есть запроектировали энергоэффективность класса А или Б, на выходе получили С в лучшем случае. Ну, я думаю, что тема обсуждения энергоэффективности зданий как бы отдельная тема, которую на самом деле мы постараемся тоже озвучить, записать в рамках нашего и программы. Коллеги, вам спасибо за то, что вы сегодня уделили время. Дархан Рахматович, Антон, большое спасибо, что смогли прийти сегодня, побеседовать об основных поправках закона об энергоэффективности. Я думаю, для основной массы, которая работает в этом направлении, как минимум для 900 компаний и 20 тысяч госучреждений, которые скоро уже стали объектом энергоэффективности, да, пристальным, будет это интересно услышать. Еще раз хотел сказать, да, Green Talks — это инициатива команды Международного центра зеленых технологий, которая посвящена обсуждению
различных тем в области низкоуглеродного развития, декарбонизации, зеленой экономики, которая основной целью ставит перед собой разъяснение действующих законодательств, обсуждение интересных тем, привлечение различных экспертов, чтобы услышать различные мнения в одних и тех же вопросах. Спасибо большое, что смогли прийти. Спасибо вам, что пригласили.